всех народов мира с самых незапамятных времен знамена считались символами борьбы и побед, воинской отваги, доблести и чести. Считается, что первые письменно зафиксированные упоминания о боевых знаменах относятся к Древнему Египту, а регламентация по их применению была разработана в Римской империи. Но если история знамен в Европе достаточно хорошо изучена, то боевые знамена кочевников Великой Степи еще не до конца исследованы. Какие тайны хранят древние боевые знамена кочевых племен и народов? Как изменялись они со временем и сохранились ли какие-то экземпляры до наших дней? Под какими знаменами добывали свои бранные победы айраты и почему сегодня важно сохранить традиции почитания священных боевых знамен? Знамена всегда играли важную роль на протяжении всей истории нашего народа. В прошлом были заложены причины, которые формируют наш сегодняшний день. А потому понимание настоящего, я глубоко убежден в этом, должно основываться на глубоком знании своей истории. Издревле знамена считались особыми священными символами, которые сплачивали и объединяли народ, сплачивали и объединяли людей. Перед ними давали клятвы, молились в самые трудные минуты, когда жизнь и безопасность народа подвергались серьезному риску. Знамена сравнивали с земными проявлениями высших сил. Поэтому сохранение и восстановление исторических знамен, а также их реконструкция – дело особой важности. Ведь вместе со знаменами восстанавливается славное прошлое нашего народа, дающее возможность осознавать себя частью и продолжением непрерывного потока истории нашего народа. Надо особо подчеркнуть, что все известные знамена прошлого у айрат, и в частности у калмыков, были буддийскими. Сегодня мы имеем не только все подтверждения этого, но и священные старинные тексты, которые читали наши гирюнги перед своими стягами. Именно поэтому хочется, чтобы старинные знамена наших предков, как и в прежние времена, стали символами объединения нашего народа, объектами поклонения и возрождения учения Будды на нашей земле. Кочевники Центральной Азии издревле знали и особо почитали свои боевые знамена, ведь в них спускались божества-покровители воинов и воин, благословляя людей на битвы и победы. Под невидимое могущество таких знамен собирались различные племена и со временем превращались в народы, которые расширяли свои территории и создавали огромные государства. Знамя, само собой, символизировало вот эту некую жизненную энергию всего общества. И в ней она заключалась. И притом знамена были разные. Есть знамена, которые как бы обозначали вот эту сакральность. И попробуйте понять саму суть. То есть есть реально какое-то обозначение знамени в виде бунчука, либо тук, тук, неважно. А есть интенциальное. То есть каждый видит не само знамя, а он видит именно силу, энергию, которая находится в нем и помогает ему осуществлять то или другое, скажем, во время битвы. Главное знамя – это то, что означает твою живую энергию, жизненную энергию. И ты можешь физически существовать, но если твою вот эту жизненную энергию уничтожает, то практически твоя физическая сила уже ничего не значит. Это вот такое древнее сознание мифологическое. Она существовала тогда, она и существует сегодня. В языках тюрко-монгольских народов знамя обозначается словом «тук». Большинство специалистов по тюрко-монгольскому языкознанию склонны считать, что это слово было заимствовано предками современных тюрков и монголов из древнекитайского языка, в котором знамя называлось «док» или «дук». Древние знамена тук сильно отличаются от знамен представлений наших современников. Тук выглядит как длинное копье, у основания острия которого прикреплен конский волос. Потеря туга у древних кочевников в Великой Степи считалась потерей покровительства божества, а значит и признаком полного поражения и расформирования военных соединений. Еще одно название знамени, сохранившееся в тюркских и монгольских языках – оранго. Оно представляло собой полотнище, укрепленное на древко или крестообразную перекладину и свисающее с нее наподобие паруса. Знамена оронго у тюркских или монгольских кочевников обычно изготавливались из красного или черного шелка с войлочным или шелковым концом и с зубчатой внешней кромкой в форме языков пламени или спинных гребней дракона, описывает их известный специалист по буддийскому искусству народов Центральной Азии Роберт Бир. Еще одно священное знамя кочевников носит название сюльды. Его возникновение связано с провозглашением Чингисхана великим ханом над всеми племенами
в 1206 году. В древних монгольских хрониках говорится, что знамя Сюльде было девятиножным и хранило в себе боевое божество самого Чингисхана. С чем еще связывается это знамя и почему оно называется именно Сюльде, а не Тук или Оранго? В политической культуре средних веков тюрков и монголов очень важное место занимает такие термины, как тук и сюльде. Слово тук, по мнению ученых, происходит из китайского слова дог. Например, в эпосе Джангар это слово также встречается. Например, пишется «Ерыны сын докта маныр шарецохор тук», то есть желто-пестрое матовое знамя с 99 украшениями. Также очень важное место в политической культуре тех времен занимает такое понятие, как сюльде. Что же такое сюльде? Впервые внимание ученых на термин сюльде обратил академик Борис Яковлевич Владимирцев, где он пишет о том, что сюльде это было знамя Чингисхана. Академик Бэмбын Ринчен пишет о том, что, возможно, даже Цаган Сюльде и Хары Сюльде – это реальные исторические персонажи. Исследователь Татьяна Скрынникова пишет о том, что считает, что Сюльде относится к одной основе со словами «сюр» и «сюн-сын». «Сюн-сын» и по-калмыцки мы это знаем, что это переводится «душа». «Сюр» — это могущество. Вот. То есть она считает, что Сюльде — это энергетическая сущность человека. И таким образом Сюльде Тенгер — это божество, которое является гением-хранителем рода. Но исследователь Сергей Викторович Дмитриев выносит свое предположение о том, что слово «сюльде» происходит от монгольского слова «зюльде» или «джюльде». Что же такое «зюльде» или «джюльде»? «Джюльде» — это голова и внутренности жертвенного животного. Таким образом, слово «зюльде» — это термин «зюльде» как лучшая доля, как лучшая часть животного, суть, да, сущность. Постепенно перешло в более абстрактные понятия, как удача. И таким образом Сюльде Тенгер, или знамя Сюльде, в которое входит божество, наделяет владельца удачей и силой во время войн и битв. У меня в руках старинный монгольский буддийский текст, записанный буквами уйгуро-монгольской письменности. С принятием буддизма монгольской правящей элитой и многочисленными монгольскими племенами в Великую Степь пришли уникальные знания, накопленные на протяжении сотен веков индийской и тибетской цивилизациями. Изменения претерпели и боевые знамена. Ученые полагают, что первое знакомство древних монголов с учением Будды могло произойти в период Хунской империи в первом веке нашей эры. С уверенностью можно также говорить о том, что предки современных монголов, то есть Сяньби и Кидани, уделяли большое внимание развитию буддизма в своих владениях. Одним из важнейших источников распространения этой религии на территории Центральной Азии стал уйгурский каганат. Уйгурам удалось перевести с сагдийского, китайского, тибетских языков большое количество священных буддийских текстов. Эти тексты в последующем оказали большое влияние на становление именно монгольской традиции переводов, обогатив тем самым монгольские языки множеством новых буддийских терминов. Более близкое знакомство с учением Будды произошло во времена военных походов Чингисхана на тангутов и Китай. Там суровые степные воины увидели величественные буддийские храмы и узнали об отрешенных от мирской суеты монахах. Когда некоторые представители монгольского общества решили стать последователями учения Будды, то китайские и тангутские языки показались им сложными, а потому в качестве учителей были приглашены уйгурские проповедники. Это уже была вторая волна проникновения буддизма к монгольским племенам и народам. И, наконец, уже третий раз буддизм пришел к монголам из Тибета в конце XVI века, после встречи Далай-ламы III и монгольского Алтан-хана. С того времени по сегодняшний день мы остаемся буддистами и продолжим следовать учению Будды в будущем. В традиции буддизма Махаяны есть священный текст Дхарани богини Белого Зонта, в котором сам Будда Шакьямуни говорит о том, что если записать мантру богини на знамени и выставить его на крыше дома или городских воротах, то она дарует защиту людей от всех неприятностей и в том числе полчищ врагов. В тексте говорится, что Ананда, один из ближайших учеников Будды Шакьямуни Ананда,
однажды обратился к Будде Шакьямуни с просьбой никогда не давать учения, то есть не произносить учения в его отсутствие. Вот. Однако мы знаем, что Будду почитали не только на земле, но и в сферах богов. Однажды его пригласили во дворец небесные божества, чтобы он дал там наставления. Но Будда Шакьямуни, помня о просьбе Ананды, изрек свое учение не изо рта, а из ушниши. Это было учение или дхарани Цаган-Шукирта. В тексте, записанном со слов Будды, говорится, что если кто-то, находясь в большой опасности, напишет мантру Цаган-Шукирта на ткани или на бумаге и с большой верой повяжет ее, завяжет на крыше дома или городских воротов, то она спасет от всех неприятностей и даже от нападения полчищ врагов. Уверен, что мантры, изображенные на знаменах, это традиция, идущая от самого Будды Шакьямуни, и она обладает огромной защитной и благословляющей силой. Последовав учению Будды, монгольские племена стали изображать на своих полотняных знаменах священные буддийские мантры, призванные умиротворить духов, защитить воинов и даровать им победы на полях брани, а также образы буддийских божеств, покровителей воинов и войн. У айратов, крупного объединения западно-монгольских племен, такие знамена получили название маани. Слово «маани» с санскрита переводится как «драгоценность» и входит в состав самой известной мантры буддизма Махаяны «Ом Мани Падме Хум», считающейся царицей всех мантр. Айраты, познакомившись с этой мантрой, очевидно, и остальные мантры стали называть «маани», что до сегодняшнего времени отражается в калмыцком языке. В 1912 году, накануне столетней годовщины победы над Наполеоном Бонапартом, известный ставропольский краевед Григорий Николаевич Прозрителев задумал написать книгу, посвященную военному прошлому калмыков. Собирая исторические материалы, он узнал, что в Хуруле князей Тюмени хранятся два старинных знамени, одно из которых побывало в Париже. Выехав на место, Прозрителев сумел сделать фотографии этих знамен. Одно из них он описал в своей книге «Военное прошлое наших калмык» как знамя айратского хана Эсельбейин Сайынка. Хойцкий Эсельбейин Сайынка всегда говорят о нем. Есть легенды знаменитые, связанные с ним, которые устно передавалась, потом попала в письменные источники. И вот как раз-таки миф о нем, он связан с, как мы привыкли по-европейски говорить, с троянским конем. Вот этот период, когда айраты оказались в подчинении монголов, и вот вырваться из этой зависимости помогла вот эта хитрая уловка, который, авторство которого приписывается Эсельбейин Сайынка. Вот Эсельбейин Сайынка предложил: мы просто повезем дань. Условно говоря, на 1000 верблюдов, на 1000 верблюдах подарки в сундуках. А в сундуках вместо подарков сели воины с оружием. И вот когда в ставку хана монгольского прибыл этот караван, ночью воины вышли, окружили шатер и захватили хана монгольского и поставили. Правда, насколько я понимаю, они убивать его не стали. Они просто поставили условия. Так. Это очень интересно. Но меня интересует другое с Эсельбейин Сайынка, почему в истории айратов описывается именно его гибель. И как он погиб. И известно, что его убили. И есть такая фраза знаменитая, что когда его ранили, и перед смертью Эсельбейин Сайынка сказал, что когда капля моей крови упадет на землю, Бог Даула разрушится. И автор пишет, что Бог Даула разрушится. Вот это такой символ. Смотрите, если протягивать с нашей темы, вот этот вот в этой личности как бы сконцентрировали всю айратскую самосознание. Выходит, что Хашудский Хурул был последним пристанищем славного знамени одного из первых айратских владык. Изображение двух знамен Григорий Николаевич Прозрителев опубликовал в своей книге, репринтное издание которой стало достоянием всех любителей военного прошлого калмыков в 1990 году. По техническим причинам в новом издании не удалось воспроизвести качественные снимки старинных калмыцких знамен, а потому вопрос обнаружения оригиналов снимков был очень важен для всех нас. В марте 2019 года мы были в городе Ставрополь.
в Государственном музее-заповеднике имени Прозрителева и Правы. Мы приехали туда в поисках материалов по Большедеребецкому улусу. Оказалось, что в фондах этого музея хранится большое количество фотографий дореволюционных. Вот. И когда мы заканчивали просматривать эти материалы, сотрудница, помогавшая нам, подняла какую-то папку, и из нее выпал серый конверт. Когда конверт упал, из этого конверта выпал две фотографии, две старых фотографии. Подняв их, мы изумились. Это были старинные изображения двух знамен айратских – Дайчин-Тенгри и Эсельбейин-Сайынка. Так хорошо они сохранились, потому что можно было спокойно увидеть на знамени Дайчин-Тенгри его лицо, амуницию и доспехи. А на втором знамени можно было увидеть, вооружившись лупой, надписи. Знамя Эсельбейин-Сайынка называется Маани, о чем сообщается буквами Тодо-Бичик ясного письма на самом полотне. Выглядел этот древний айратский стяг как прямоугольный кусок белой ткани, обшитый широким паспорту из шелка. Изображены на нем были буддийские мантры и защитные тексты на тибетской письменности. Григорий Николаевич Прозрителев привел священные тексты, начертанные на знамени в русской транскрипции, а также снабдил их переводами. Однако обнаружение четкого оригинала изображения знамени Эсельбейин-Сайынка позволило выяснить, что калмыцкие монахи рассказали Прозрителеву не обо всех надписях. Еще одним невероятным открытием стало то, что у знамени Сайынка был еще один хозяин. Справа от надписи Эсельбейин-Сайынка Нойни Маани имеется еще одно имя – Амр Сананоин. Из истории известно, что оба владельца жили в разное время, но управляли одним улусом – улусом хойтов. Таким образом, судя по надписям, знамя, названное Прозрителевым знаменем Эсельбейин-Сайынка, принадлежало двум выдающимся айратским владельцам – самому, собственно, Эсельбейин-Сайынка и последнему, очень неоднозначному правителю Джунгарии Амурсане. И это невероятное по своей значимости знамя хранилось в Хашутовском Хуруле. Как же оно туда попало? Калмыцкий Найон Баатыру Пашетимень в истории Айрата пишет о том, что его предок Найон Диджит был хранителем ханских знамен. В 1745 году умер правитель Джунгарского ханства Галдан Цирен, и Найон Диджит решил в результате смуты, из-за того, что Найон начали делить ханскую власть, решил перекочевать в айратские волжские кочевья. В 1757 году он вместе со своей семьей оказался в Палатинске и после этого прибыл на Волгу. Через какое-то время Найон Диджит погиб, а его жена вышла замуж за хашутского Найона Замьяна. У Найона Диджита был сын Тюмен Джергалан, от которого произошли еще 4 сына. Эти 4 сына были известными Найонами. Среди них, конечно, самый известный — это Сережав Тюмень. Вот. И эти два знамени, то есть знамя Дайчин-Тенгри и знамя Эсельбейин-Сайынка, Найон Диджит привез с собой на Волгу, и с тех пор эти знамена хранились здесь до 20-х годов 20 века. Знамя Эсельбейин-Сайынка было родовым знаменем хойских владельцев, а потому, спасаясь от маньчжуров, не забрать его они не могли. А вот знамя Дайчин-Тенгри, с которым Найон Серебджаб Тюмень участвовал в войне с Наполеоном и даже брал Париж, принадлежало джунгарскому хану Галдан Цирену. Есть все основания полагать, что это знамя было государственным знаменем Джунгарии. Почему же мы уверены в этом? В 2015 году монгольский исследователь Юрельд обнаружил старинную рукопись на тибетском языке. В переводе на русский ее название звучит как «Подношение благовоний божеству Дайчин-Тенгри». В послесловии к тексту говорится, что эту прекрасную благозвучную песню «Подношение благовоний Дайчин-Тенгри» вместе с гимном, столь необходимые для живущих на севере от Тибета айратов, по великой просьбе Галдана Тензина Бошукту, своим могуществом равного Индре, старающегося развить и распространить почитание учения второго победоносного Цонкапы, составил монах из государства Сахор в день Красной Звезды, препятствующей святым среднего осеннего месяца года обезьяна железа.
Не поверив словам старой рукописи, мы обратились к собранию сочинений Далай-ламы V, и там обнаружили идентичный текст с совершенно идентичным послесловием. Теперь все стало ясно. Айратский хан Галдан Бошукту обратился к Далай-ламе с просьбой о написании текста айратскому божеству Дайчи-Тенгри, и Далай-лама V выполнил пожелание хана. С тех пор божество Дайчи-Тенгри и являлось военным покровителем айратских ханов и в их лице всего государства Джунгария. Знамя Сельбин Саенка – это хороший пример буддийского знамени, полностью состоящего из мантр. Прочтя их, мы можем понять, культы каких божеств и священных текстов были особенно популярны у наших предков. Надписи на знамени Сельбин Саенка разделены на 5 основных блоков, и написаны они на тибетской письменности. Первый текст – это мантра Ваджрапани в синих одеждах. Это божество очень популярно у айратов, так как имя именно этой формы Ваджрапани встречается не только в знамени, но и во многих старинных айратских буддийских текстов. Второй текст – это мантра богини Цаган-Шукирта, которая призвана защитить войско, собравшееся под знаменем Саенка, от неприятностей, проблем, чтобы подавить армии врагов и так далее. Третий текст тоже достаточно интересный. Это мантра, устраняющая недостатки, которая была взята из сборника текстов Сундуй или с Мангала Сутры. И по-калмыцки звучит как Эльза Дахурсудр. Вот, вслед за этой мантрой на знамени изображен фрагмент самой сутры, тоже на тибетском языке. Вот, и завершается священная надпись на знамени особой молитвой, которую мы привыкли видеть на ходаках. Она звучит так: «Пусть день будет счастливым и благим, пусть ночь будет счастливой и благой, пусть полдень будет счастливым и благим, пусть будет благополучие 3 драгоценностей». В буддийской традиции Тибета существует 9 братьев Далха, каждый из которых изображается с разными атрибутами, конями разной масти и отличными друг от друга доспехами. Айратский Далха Дайчин-Тенгри отличается от всех 9 братьев, а потому следует говорить об особой айратской форме этого божества. Обретя оригиналы фотографий, которые были гораздо четче по качеству, нежели те, что были опубликованы в репринтном издании 1990 года, мы сразу решили с точностью до самых мелких деталей реконструировать эти знамена. Благо что прозрители в своей книге «Военное прошлое наших калмык» указал их относительно точные размеры, а описание внешности божества имелось в тексте 5-го Далай-ламы. Сейчас мы находимся в студии мастера буддийской танкописи Татьяны Музраевой, которая именно сейчас заканчивает работу по реконструкции знамени Дайчи-Тенгри. Когда мне принесли фотографии, они были черно-белого цвета, вот, и тогда мы решили их перенести на шелк, который мы заказали в Индии, палевого цвета, вот, и это изображение черно-белого цвета. Просто рисунок я взяла, перевела техникой копирования, перенесла на эту ткань, шелк, и потом уже был вопрос о том, какие цвета нужно. Там у меня появились сложности, то есть то изображение, которое было оригинал знамени Дайчин-Тенгри, было, в общем, там многие детали, некоторые детали были не видны. Вот. И поэтому пришлось искать тот материал, текст Далай-ламы, Далай-ламы V, где есть описание Дайчин-Тенгри, и опираясь на это описание, было воссоздан это знамя Дайчин-Тенгри. Вот. Но сложности были в том, что в цветах, допустим, шлем какого цвета, там, доспехи, потом, что еще, колчан там, да, и самое главное, окружение. Окружение, то есть животные, птицы, это было все непонятно, и вот благодаря, опираясь на этот текст, описание, все по канонам было выполнено.
В отличие от знамени Дайчи Тенгри, на котором изображено само божество, знамя Эсельбейнса Инка содержит просто тексты на тибетской письменности, а потому его реконструкция не представляла большой сложности. Однако оба знамени были выполнены с филигранной точностью, вплоть до того, что шелк для их полотнищ был приобретен в Индии. Поэтому оба знамени уже сейчас имеют полное право считаться уникальными калмыцкими святынями. Но наш рассказ был бы неполным, если бы мы не рассказали об еще одном знамени калмыцкого хана Дандук-Даши. Дандук-Даши считается четвертым калмыцким ханом и вторым из калмыцких ханов, титул которого был утвержден не Далай-ламой, а царским правительством. После тщетных попыток получить подтверждение на титул хана от Далай-ламы, Дандук-Даши обратился с просьбой об утверждении его титула в Санкт-Петербург. В 1757 году императрица Елизавета Петровна пожаловала Дандук-Даши титул хана, а вместе с ним знамя. По мнению ряда историков, это событие ознаменовало лишение калмыцкого ханства самостоятельности и окончание добровольного вхождения калмыков в состав России. О том, что это знамя было даровано именно калмыцкому хану, подтверждает надпись на письменности Тудобичик. «Бурхнийка хэрэр бидн нигдугар Елизавета императрица хамы горсин тюрешаджиберекчи болат олнулсига изляче», что переводится как «Божию поспешествующую милостью Елизавета I императрица и самодержица всероссийская» и прочее, прочее, прочее. Вот это знамя Дандук-Даши, уже когда его назначали наместником, потом ханом, и оно уже как бы традицией стало. Первый это был все-таки Дандукамбо. Что здесь происходит? Ну, если говорить открыто, то мы должны с момента вручения знамени или с момента, когда Дандукамбо сел на престол, мы должны говорить о добровольном вхождении калмыков в состав России. С этого момента. Ну, исторически, хорошо, что его восстановили, но вы, если посмотрите, вы реконструировали знамя Дандук-Даши, да? Ну, видите, там двуглавый орел, слева и справа там все, как обычно говорили, мы, государь, там малая, большая, белая, там идет. Но там, как ни странно, я не увидел никакого символа относительно калмыков. За исключением Тодобича, который написан. Но написан там текст. При Дандук-Даши это, наверное, время, когда народ более-менее жил тихо. Хотя воины тоже были и участвовали в этих войнах. Жили спокойно и в какой-то мере даже прирост был. Чисто экономически народ численно стал расти. Это было. И притом Дандук-Даши был человек очень мудрый. В память о добровольном вхождении калмыков в состав России, а также в честь 265-летней годовщины знамени, дарованного императрицей Елизаветой Петровной калмыцкому хану Дандук-Даши, было принято решение о реконструкции этого важного для понимания нашего прошлого знамени. На знамени, которое Елизавета подарила хану, было изображено 6 гербов Российской империи. Владимирская губерния, Новгородская, Казанская, Сибирская, Астраханская, Киевская. Плюс еще на самом орле изображен орден святого апостола Андрея Первозванного. Тоже я его нашел, передал, то есть изобразил. Все-таки он немножко был по-другому сделан. И от исходника того, который я нашел в интернете, то есть я сделал более-менее приближенно именно к тому изображению, которое в оригинале было. Чтобы передать в один его, в этом была сложность, потому что его пришлось масштабировать. То есть приблизительно размер, который сейчас я сделал, это 1,30 м в высоту и 89, по-моему, в ширину получился. То есть много нюансов было, которые пришлось преодолевать. Это был рассказ об известных боевых священных знаменах калмыков. Были и другие, но о них сохранились самые обрывочные сведения. После Отечественной войны 1812 года в результате военной реформы и регулярные части русской армии перестали участвовать в боях, а потому все калмыцкие знамена обрели заслуженный покой чуть больше, чем на 100 лет. В 1917 году в России грянула революция, а вслед за ней началась кровопролитная гражданская война.
В этой войне калмыки-большевики шли в военные походы под общими красными знаменами, а те, кто поддержал белое движение, имели свои боевые знамена. Невероятно, но 2 знамени калмыцких боевых частей Белой армии сохранились до наших дней. Какой путь прошли эти полотнища, чтобы рассказать нам о тех суровых временах? В 17 году 20-го столетия, когда грянула Октябрьская революция, тогда же после этой революции произошла и гражданская война. И вот именно вот в этой гражданской войне появились у донских калмыков 2 полка. Первый полк сначала организован был, это 80-й Жунгарский полк. Он был организован по окончании степного похода, который длился 4 месяца, с начала 18 года по май 18 года. И в этом степном отряде участвовало 4 калмыцких сотни в составе около 1000 человек. У каждой этой сотни был свой значок, штандарт. Он был желтого цвета, квадратный, с красной оторочкой и с литерами в каждой сотне 1 КС, 2 КС, что означало 1-я калмыцкая сотня, 2-я калмыцкая сотня и так далее. И вот по окончании этого степного похода, это в мае 18 года, стала формироваться Донская армия. И вот, калмыкам разрешили создать свою национальную часть. Это вот был 80-й Жунгарский полк. Следом за 80-м Жунгарским полком калмыкам было разрешено сформировать 2-ю часть. Это 3-й Донской калмыцкий полк, но уже из молодых казаков, не служивших, будучи в армии. Это молодые ребята были 1897 года и позже. Когда стало известно о формировании 80-го Жунгарского полка, то калмыцкое духовенство взяло на себя обязательство на изготовление полкового штандарта. Этим штандартом занималась вот именно Бахшилама Менке Бармаджинов. По всем буддийским канонам оно было изготовлено, а вышивали его калмыцкие женщины, рукодельницы из серебряных и золотых нитей. Это знамя представляло собой ярко-желтое полотнище квадратной формы с красной оторочкой. На лицевой стороне был изображен бог войны Бячин Тенгер, а на другой стороне, на обратной стороне, был изображен герб Всевеликого войска Донского, олень, простреленный стрелой. И вот этот полковой штандарт, он был у полка на протяжении 18-19 годов и в начале 20 года. Но, будучи в Крыму, Жунгарский полк получил новое знамя ввиду того, что вот это знамя первое, оно пришло в неприглядный вид, из-за боев, и поэтому решено было заменить его на другое знамя. Оно было больше, оно почти в 2 раза больше было, но также оно было ярко-желтого цвета, с бахромой, чуть темнее, чем фон флага. На лицевой стороне был изображен Окон Тенгер, а на другой стороне, опять же, герб Всевеликого войска Донского. Знамя 80-го Зюнгарского Донского калмыцкого конного полка вместе со своими воинами прошло по всем кровавым дорогам гражданской войны. Следы его теряются осенью 1920 года в Керчи, где в суматохе эвакуации Белой армии бесследно пропало множество разных документов и предметов. Позже, в 80-е годы 20 века, его реконструировал в Соединенных Штатах Америки Петр Дживзинов. И сегодня эта копия хранится в калмыцком буддийском храме города Хауэлл в штате Нью-Джерси. А вот к знамени 3-го Донского калмыцкого полка история оказалась более благосклонной. После того, как был сформирован первый полк калмыцкий, и по формированию 2-го полка, это вот 3-го Донского калмыцкого полка, калмыцкое духовенство вновь взяло на себя ответственность за изготовление полкового штандарта. И вот тоже был изготовлен стяг полковой. На нем, это тоже он был квадратной формы,
была изображена многофигурная композиция на лицевой стороне, в центре которой было изображение Окон-Тенгер. И по краям были символы Кимерен, это дракон, Гаруда, всадник во всеоружии, Дячен-Тенгер, тигр был и снежный лев. Также там были тексты молитв на тибетском языке. И Кимерен на спине у него был изображен Чиндамани. На обратной стороне было также изображение герба Всевеликого войска Донского, олень, простреленный стрелой. С этим знаменем 3-й Донской полк прошел до апреля 2020 года до Черноморского побережья в районе города Новороссийска. Полка задача состояла в том, чтобы прикрыть отход Белой армии. Произошел случай, незадолго до этого этот полк покинул командир полка Слюсарев Николай Павлович вместе с полковым знаменем. Он его покинул, и чтобы пройти именно с этим знаменем, чтобы пройти на пароход, потому что на пароходы уже не пускали ни офицеров, даже полковников не пускали. И он, предоставив полковое знамя, и за счет этого он прошел на пароход, его пустили. Полковник Николай Павлович Слюсарев, находясь в эмиграции, передал знамя своего полка в Пражский музей Донского казачества, откуда в 1946 году, уже после Великой Отечественной войны, все экспонаты вернулись в Россию. Правда, уже советскую. С тех пор это знамя как особый экспонат хранится в Новочеркасском музее Донского казачества. Летом 2013 года знамя 3-го Донского калмыцкого полка было временно выставлено в Национальном музее Калмыкии. Научный сотрудник музея Мария Доржиева, внимательно осмотрев знамя, сделала невероятное открытие. В музее есть такой проект «Свидание с Родиной», согласно которому те вещи, которые имеют отношение к калмыкам, калмыцкие вещи, они приезжают к нам, мы их привозим и делаем такие выставки вот под общим названием «Свидание с Родиной». Так было из танка «Зеленая тара» из Ставрополя и прочие другие. Ну и вот в этом же числе как раз новочеркасские коллеги привезли вот это знамя донских калмыков. Когда мы переоборудовали зал, экспозицию, все вывесили, подготовили все, с этикетажем проработали, мы обнаружили, что вот такие блестящие серебристые вот эти шляпки видны, на которых как будто бы нанесен какой-то узор. Первоначально думали, что это выгравирован орнамент, типа меандра. Но потом, ближе рассмотрев, мы обнаружили, что там какой-то находится текст. И позвонили своим коллегам из Новочеркасска. Знаете ли о том, что там написано? Они сказали: нет, не знаем. Если расшифруете, то хорошо. Поскольку это наша калмыцкая вещь, конечно, это было делом чести, и, вооружившись лупой, начала читать. Но лупа мало помогла, отставила ее. Это с ней надо было ее держать, еще и поворачивать кругом. Слишком мелкие, прописные, микроскопические такие буковки, сиятью еще. И там получалось так: шапки эти, гвозди, имели такую круглую шапочку, округлую. И вокруг по периметру мелкими буквами написана фамилия, была выгравирована на фамилия, а в центре вот этой шляпки чин. И вот таким образом лупу отставила, поскольку у меня сильная близорукость, то и очки стали мешать. И, в общем, так в течение одного дня были обнаружены, расшифрованы вот эти фамилии. Мы нашли, что там было такие следы от 62 гвоздиков, а в наличии оказалось 55. Казалось бы, все остальные священные боевые знамена калмыков безвозвратно исчезли в водовороте истории, но нет. В октябре 2018 года в Калмыкию из Франции прибыл потомок Александра Сергеевича Пушкина и калмыцких князей Тундутовых и Балзановых барон Серж Гравенец. С собой он привез еще одну невероятную святыню времен Гражданской войны – боевое знамя атамана Гари Балзанова. Побывавшее в боях,
оно простреляно в нескольких местах. В фондах Национального музея Республики Калмыкия имени Пальмова хранится уникальный экспонат. Это знамя первого калмыцкого партизанского отряда Балзанова. Само, собственно, знамя, как вот именно и написано на нем, принадлежало атаману в то время, в годы гражданской войны, я имею в виду, первого калмыцкого партизанского отряда Балзанову. И он на свои собственные средства организовал этот калмыцкий отряд. Ну и, соответственно, как любое соединение должно иметь свой символ, знамя. И вот оно было, видимо, изготовлено именно в это время, с той датой, в 1918-19 годах. Ну и само знамя вообще тоже, казалось бы, на первый взгляд оно такое простое, потому что, ну, это неудивительно, годы тяжелые были, шла гражданская война, не до эстетики было. Вот. И тем не менее, это вот такое прямоугольное полотнище с вертикально крепящимся к древку, тем более крепили они гвоздями, потому что на полотнище остались ржавые следы. Вот. И состояло оно из 3 полос. Центральная полоса была желтого цвета, и на ней с правой стороны изображен конь с чиндамани, с драгоценным камнем, и пришита на этой желтой полосе танка с изображением боевого покровителя воинов Балден-Лхамо, божества. А над ним восходит яркое красное солнце с желтыми вот золотыми лучами, освещая это божество и драгоценного, и коня с чиндамани. Ну, а внизу, на белой полосе, надпись имеется, что знамя первого калмыцкого партизанского отряда Балзанова. И стоит дата 1918-1919 год. И причем, конечно, нас сразу, когда мы увидели, поразило, что знамя в нескольких местах имеет отверстие, причем отверстие от пуль. Это, конечно, однозначно свидетельствует о том, что оно участвовало, побывало в боях и походах этого калмыцкого отряда. Сегодня сохранившиеся священные знамена калмыков напоминают нам о ратной доблести и славе наших предков, об их нерушимой вере в учение Будды, об их стремлении к счастью и благоденствию на благо всех живых существ. А в память о самых важных событиях истории калмыцкого народа в центральном Хуруле Калмыкии обретут свое место 3 реконструированных знамени: знамя Дайчи-Тенгри, знамя Эсельбейн-Сайынка и знамя, подаренное Елизаветой Петровной калмыцкому хану Дандук-Даши. Нам удалось найти старинные изображения и с большой точностью реконструировать 3 важных для нашего народа знамени. Первое знамя – это знамя Дайчи-Тенгри, которое принадлежало джунгарскому хану Галдан-Серену, а значит, его можно считать подлинной реликвией для всех айратов, одним из важнейших стягов последней кочевой империи мира. Второе знамя – это знамя Эсельбейн-Сайынка. Оно не менее важно для нас, ведь именно этот айратский владелец стал первым ханом после отделения айратов от Монгольской империи, которая к тому времени уже погрязла в междоусобицах. Оба этих знамени, они буддийские, они говорят нам о том, как трепетно наши предки относились к учению Будды, ведь они шли в военные боевые походы, осененные буддийскими божествами-защитниками. Знамя Дундук-Даши, которое ему пожаловала русская императрица Елизавета Петровна, уже более важно для нас, для волжских калмыков. Ведь обретение этого знамени фактически завершило процесс добровольного вхождения нашего народа в состав России. Получается, что 3 этих знамени рассказывают нам и будут рассказывать нашим потомкам о важнейших событиях в истории нашего народа. То есть создание айратского государства под руководством Эсельбейн-Сайынка, пик его могущества во времена Галдан-Серена и, наконец, окончание процесса вхождения нашего народа в состав России. И нам повезло, что сохранились пусть и не сами знамена, но хотя бы их изображения, и сегодня мы можем восстановить их в соответствии, в полном их соответствии. И теперь эти удивительные, пусть и реконструированные свидетельства нашего славного прошлого будут находиться в алтарной части центрального Хурула Калмыкии,
Вот, и рассказывать всем посетителям о славных страницах истории нашего народа, учить патриотизму, бережному отношению к прошлому, свидетельствовать об учении Будды, трепетно сохраненном нашими предками для нас.